каждом муниципалитете Коми планируется открыть мини-технопарк. Об этом стало известно во время рабочего визита спикера регионального госсовета Надежды Дорофеевой. Он начался со знакомительной экскурсии по 3-й Сосногорской школе. Именно здесь, а также в 1-й Нижневодовской школе с прошлого года реализуется проект «Инженеры будущего». Мы стремимся к тому, чтобы у нас школа была квантоцентром. То есть мы первые осваивали вот эти технологии, первые осваивали робототехнику. И сейчас, конечно, у нас младшие школьники все осваивают, но теперь стремимся, чтобы и старшие ребята, тоже ППДОшки, потому что мы переходим в среднем звене, тоже осваивают. Председатель Госсовета Коми высоко оценила техническое оснащение школы. По словам Надежды Дорофеевой, такие технопарки помогают направить детскую любознательность в нужное русло. Сейчас школьники очень легко схватывают все, что связано с технологиями, программами, интернетом, что в дальнейшем, конечно, влияет на выбор профессии. То есть я так полагаю, что Сосногорский район, город Сосногорск, это город, который готовит инженеров, будущих инженеров, потому что, судя по их горящим глазам и интересу к этому. Кстати, уже в сентябре этого года в Коми откроется первый детский технопарк «Кванториум». Он будет размещен на базе Республиканского центра дополнительного образования детей в Сыктывкаре. Это только начало. Мы на это получили 57 миллионов из федерального бюджета субсидию. И в будущем планируется, что на базе каждого муниципального образования будет открыт не аналогичный, а филиал такого кванториума, где будут те кванты представлены, которые важны для того муниципального образования, с которым мы будем работать. Председатель Госсовета Коми подчеркнула, что «Кванториум» станет уникальной площадкой для углубленного изучения предметов. В рамках визита в школу Надежда Дорофеева встретилась с директорами средних общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Сосногорска. По словам спикера Госсовета, республиканская госпрограмма развития образования является одной из самых финансово емких. На нее направляется практически треть всех бюджетных средств. Это более 18 миллиардов рублей ежегодно. О приоритетах отрасли рассказала первый заместитель профильного министра региона Вероника Лесикова. Среди них повышение доступности образования, в том числе ликвидация двухсменного обучения путем строительства школ нового типа и капитального ремонта существующих зданий, а также развитие дополнительного образования, создание универсальной цифровой информационной образовательной среды. Педагоги обсудили и ряд других вопросов и высказали свои предложения. Надежда Дорофеева рассказала, что как член комиссии Совета законодателей России по образованию и науке сейчас работает над сбором предложений по совершенствованию сферы образования. Все поступившие сигналы с мест систематизируют и проработают с региональными и федеральными органами исполнительной власти. Войдут в этот перечень и предложения педагогов Сосногорска. В выходные дни в республике сохранятся температурные контрасты. По прогнозам синоптиков, относительно холодной будет суббота. В ночные часы ожидается понижение температуры до минус 10 градусов. А вот уже в воскресенье в большинстве районов ночью будет около нуля. Днем от 4 до 9 градусов тепла. А в Сосногорске в субботу будет облачно. Ночью минус 8, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.